временного размещения для вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик граждан в Нерюнгри размещен в здании футбольной школы. В настоящее время учреждение свободно, и здесь имеется все необходимое для временного проживания. Наши медработники будут здесь производить ежедневный осмотр, входной осмотр, будет производиться забор анализов. И далее уже по спискам, списки будут передаваться в детскую поликлинику и в взрослую поликлинику. И там уже будут проходить взрослые диспансеризацию, профилактический осмотр, дети медосмотр для поступления в дошкольные и школьные учреждения. Оборудованные комнаты, медицинский пункт, кабинет психолога, кухня и библиотека. В Нерюнгри на сегодняшний день прибыло 174 человека. Второй пункт временного размещения расположен в поселке Золотинка. Всего в республике их 7, 3 в Якутске и 2 в городе Мирный. У нас уже на сегодня в городе Якутске в пункте временного размещения находится 17 человек. Вот, оказывается, им поддержка по трудоустройству, социальная. Самое большое количество беженцев по республике приходится на Нерюнгринский район. Всем прибывшим в первую очередь необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения и в отдел миграции. Мы оказываем содействие в решении различных вопросов, таких как оказание материальной помощи, устройство детей в образовательные организации, оказание содействия в трудоустройстве, оказание гуманитарной помощи, ну и прочие вопросы, которые необходимо решить гражданам. Для получения помощи не имеет значения, какой у беженца паспорт. Выплата положена всем, кто эвакуировался централизованно или выехал самостоятельно. Не влияет и место проживания. Жить можно у родственников или в пунктах временного размещения. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри.